А я спросил, почему я? Нас же было много. Ну, сказали, вы так вы. У нас приказы не обсуждаются. 6 сотрудникам МЧС Удмуртии 7 февраля в Москве вручили медали за мужество и отвагу, проявленные при спасательной операции на месте взрыва дома в Ижевске. Среди них водитель Андрей Зеленин. 9 ноября они с напарником ехали на замену баллонов в пожарно-спасательном комплексе, когда раздался взрыв. Со второй части мы как раз бы уехали, и на перекрестке буквально вот за спиной это хлопок услышали. Второй сотрудник вышел проверить, не упал ли баллон, и увидел клуб пыли. Одновременно поступил сигнал вызова, и водители развернули автомобиль. Их было всего 2. Обычно они только оказывали помощь спасателям. Вдвоем, в принципе, ничего не сделали бы, но первоначально это, соответственно, прохожих начали отводить от места обрушения. Машину подогнали, чтобы особо туда не заходили, и уже сотрудники там полиции ходили, их тоже как бы это, ну, вроде как надо оцепление сделать. У прохожих паника, все кричат, что что-то там, ну, вот люди кричат, возможно, с-под завалов. Сколько все равно работаешь, все равно как бы там живые же люди, дети. Алексей Холмогоров, прибывший на место ЧС в числе первых, вспоминает, что особо тяжело морально было работать в минуты тишины. И автомобили, и люди, как бы, тишина стояла. Работала собака по поиску. Ну, вот самое такое время было это как бы тяжелое, когда мало ли услышать можно крик какой-то там или что. Мы всегда надеялись, что кто-то будет там. Разбирая завалы, спасатели не следили за временем. В тревоге прошел вечер, ночь, наступил рассвет. Силы придавала не только надежда, но и искренняя поддержка горожан. Мы не замечали, кто там приезжал, как времени, не было времени смотреть по сторонам. Как то, что горожане нам очень помогли, они привозили вещи, еду, горячие напитки. То есть вот даже спасатели других регионов, они сказали, мы такого нигде не видели, чтобы так помогал. То есть люди так сплотились, они настолько дружны у вас, говорит, ваши, ну как бы, удмурты.